Да. Уже, да? Добрый день, уважаемые участники форума. Ну, что рассказать-то? Опыт у нас простой. Ну, как нас воспитали наши родители, как их родители их воспитали, мы так и своих воспитываем. У нас как бы воспитание сельское. В селе надо выживать. Кто не работает, тот нездоровый. Поэтому детей учим труду, но обеспечивать в взрослой жизни самих себя, ну, в том числе и учеба, научные там всякие. Да, в 2008 году решили взять детей из дома. С Берегинем брали троих. Сначала двоих девочек хотели взять. Съездили, посмотрели, 3 раза общались, привыкали друг к другу. В последний момент у них оказался брат старший, пришлось его тоже взять с собой. Из них мы вырастили, мы думаем, неплохих людей. Сейчас старший Леня учится в Благовещенском пединституте на физкультурника. В будущем году заканчивает. Наверное, там останется, и жениться будет, у нее уже подруга. Старшая дочка Маша живет в Якутске, училась, учится на кондитера-технолога. Тоже как бы замужем, уже имеет сына. Нас она сделала бабушкой и дедушкой. Младшая Настя в Новосибирске на агронома учится. Те первые дети, которых мы брали, они уже не взрослые люди. Двое детей, которых мы 4 года назад с приюта брали, да? Даяну и Сашу, они сейчас, Саша поступает в 1 класс, будет поступать. Даяна закончила 4 класс. Тоже хорошие дети, талантливые, любознательные. Имеется ферма у нас. Вон там гора Харма находится. Рядом у нас там ферма и сенокос. Мы на этой местности с Настей раньше работали не в пионерском, а в детском лагере. Там и познакомились, там и женились. То есть не там, а вместе женились. И до сих пор там и каждое лето приходим. Сейчас уже зимой тоже ферму построили, грант получили на семейную ферму. Построили ферму, закупили якутских коров, живности, технику. Раньше вот так работали руками, сейчас уже техникой как бы. Что еще рассказать? У нас имеется база. В этой местности есть красивая природа, пейзажи, пляжи. И туристы сами с собой уже начали приходить. И пришлось подключиться к этому бизнесу. Мы построили летние домики, встречаем гостей. База отдыха «Белая мама» называется. И агротуризм начали, новые виды услуги с этого года. Приглашение разослали, рекламу. Придут, не придут, посмотрим.
сельхоз. Ага. Ну, как бы там мы новый вид этого открыли, как получается, не сельхозе, а агротуризм. С этого года сильно начали действовать. Вот. Что еще? 10 детей у нас, 5 своих, 5 приемных. Все такие активные, красивые. Сплав делаем, ага. Ну, сдаем места и все находим сами. Дети работают. А в будущем году у нас будет юбилей, 15 лет. Как мы приемная семья, я думаем пригласить вас всех на юбилей. Он боевым самбо занимался, боксом занимался. Наш старший сын, я собственный, он саксофонист. Вот Коля младший тоже, он борец, певец. Стараемся привить и красоту, и любовь, ну, и как бы с общественностью общаться. Вопросы? Коля, совод, ага, гид. Сейчас Леня работает. Можно ли сказать? Мы 3 года назад, перед пандемией, скажите, группа... Микрофон Здравствуйте, я приемная мама из Юрминского района. Мы 3 года назад перед пандемией были у Кайдаловых. Там вообще погода ныргчует. И белый момент вообще, база хорошая очень даже. На сплаве были даже впечатления, былыми барахтах теперь, но кая барбатывыт, барыхпыт бага. Мен оннаме питим билгенеме тепин, надо было в вашем базе открыть летний оздоровительный лагерь для детей наших. Кстати говоря, ага. Я бы приехала работать. Дело в том, что у меня большой опыт в работе в летнем лагере, я руковожу уже который год. Ага, надо было, я вам в том раз тоже сказала, не? Блин, я тоже повторюсь. Ваша мечта. Давайте придумаем. Понемногу. Да. У них база шикарная. Может быть, лагерь детский. Вот насчет лагеря, да, вот мы с Настей, когда раньше работали на этом лагере, я работал с 94 по 2002 год. Ну там тренером, музыкальным там руководителем, потом начальником. И в 2002 году резко закрыли, потому что требования стали эти страшными. СЭС, Госпожнадзор, потом эти ГИМС, требования. Поэтому лагерь закрыли, лагерь стоял целых 10 лет. Мы арендовали этот лагерь бесплатно, нам дали как бы охранники. Мы там жили, сенокосили детей своих, семейный лагерь, короче. Лагерь трудового отдыха. В прошлом году школа вообще отказалась от этого лагеря, они землю нам передали. Поэтому этот лагерь сейчас в наших руках, и будем делать из него собственный лагерь. Село Бага. Ага. Поэтому в будущем году, наверное, откроем один сезон, да? Посмотрим как. Давай дети трудовой лагерь делать на проект писать. Много защитим. Благоустроенные Все дома. вместе, я думаю, защитим, да? Да. Представьте себе, я Татьяна Адамова из Верхневилюнска, Лисикутска сейчас. Агротуризм меня заинтересовал. Агротуризм – это подключение людей к сельской жизни, как бы привлечение. Сенокосить, там, доение коров, парное молоко туда-сюда, сметана свежая, с этого земляника, сметаной. В общем, сельская жизнь. Кормление, ухаживание за животными, там, куры, свиньи.
начиная с 90-х годов, если на Львов, все выезжали в центр, район, город, продавали свои участки, сейчас обратно хотят, но никуда. Дома продали, участки продали, их мы, допустим, хотим обратно себе, почувствовали свою молодость, сельскую жизнь. Ну, посмотрим, получится. Это как бы вот. Есть еще Эксперимент. вопросы? Николай Аркадьевич, следующий семья у нас кто? Мы нынче вот буквально недавно, когда мы были с Ольгой, съездили, мы сняли семью Кайдаловых. Вот как раз сегодня на НВК, сегодня, передачу да? вечером, да, в 9:45 на НВК, А, приемная сегодня семья будет. Кайдалова. Да, в 9:45. Вот сегодня смотрим. Ксенофонтовы. Нет, Кайдаловы. Нет, сейчас следующая семья. Я представляю Светлану Давыдовну, семью Ксенофонтовых из Хангаласского района. Өте күннен күні түрепіктер, оны кітары слюдық тәрияшчілер. Добрый день, уважаемые организаторы слета и наши дорогие приемные родители. Я сегодня хочу поделиться с вами о стимулировании всестороннего развития детей в сельской местности через реализацию их инициатив в исследовательские и бизнес-проекты. Воспитать человека, который подготовлен к взрослой жизни, приоритетная задача каждого родителя. Одним из важных моментов... Нет, пока нет. Приоритетная задача каждого родителя. Одним из важных моментов воспитания такой личности является стимулирование и поддержка в реализации идей ребенка через проекты. Таким образом, мы можем помочь ему всесторонне развиться. Ведь для того, чтобы реализовать проект, нужно изучить сферу деятельности, рассчитать все плюсы и минусы, риски и возможности. Я хочу поделиться опытом нашей семьи. Мы живем в семье, у наших детей есть свои проекты. Каждый проект – это увлечение ребенка, через которые они развиваются в разных сферах. С научной, практической, развивает финансовую грамотность и коммуникативность. Прошу посмотреть видео. Большая дружная семья. Сколько у вас детей? Умеют петь, танцевать, у них очень много хобби, и их хобби перерастает в проект. Какие проекты вы уже реализовали? Наш первый проект называется «Данибус». Кстати, у нас было очень много проектов, реализованных, такие как маловарение, эко-свечи, разведение лошадей, разведение кур, индюков, уток, да, кроликов и аксельбант. У вас так много разных проектов. И скажите, пожалуйста, каким образом вот ваши дети выбирают новые направления? Как я уже сказала, дети наши очень творческие, да, и очень важно, чтобы эти проекты исходили из их идей. Когда дети наши подходят со своими идеями, мы начинаем обсуждать, да, плюсы и минусы, риски и возможности. И учитываем доходы роста. Наши старшие дети уже умеют рассчитывать себестоимость и устанавливать цены. Сейчас старшая дочь увлечена разведением животных и растений. Здравствуйте, меня зовут Санфонтова Ванесса Владиславовна, мне 19 лет. Я старшая дочь семьи Ксенофонтовых. Являюсь студенткой Арктического государственного агротехнологического университета в Актёмском филиале. Являюсь агрономом. Моя мечта стать селекционером. Я занималась проектом с 12 лет. Я много раз участвовала в научно-практических конференциях и занимала призовые места. Мои любимые цветы – это филодендроны, эпипермум, сингониум и так далее. Любите цветы, они украшают нашу жизнь.
Здравствуйте, меня зовут Оконечников Амир, мне 16 лет. Я мечтаю с детства стать летчиком. Я учусь в Польской средней общеобразовательной школе, в летном классе, закончил 10 класс. У меня хорошо получается готовить еду, особенно такие как пенне с лососем в соусе наполи, пенне с креветками в соусе песто и пенне с курицей и грибами в соусе демиглас. На лето я устроился работать в ресторане поваром. Я благодарен своим родителям за то, что они воспитали нас как своих родных детей. Какие же у тебя сейчас проекты, Василиса? У меня есть мелкососновший проекты, ну и мыловарение, акцельбанк. И сейчас я еще собираюсь добавить еще один проект, и это про витаминные коктейли. Как интересно. А как же ты додумалась, что эти твои увлечения могут приносить доходы? Я поняла то, что людям это очень нужно для здоровья, для всего, и они готовы платить за это деньги. А как ты рассчитываешь? Как ты назначаешь цены за твои товары, услуги? Ну, смотрю, что я там трачу, их цены добавляю, и, конечно же, чтобы не было, скажем, банкрота, надо все же, чтобы оно закрывало все это, все расходы. Вот так. Понятно. А кто-то тебе помогает? Да, мне помогает мама рассчитывать, она меня учила с детства, и это очень помогает. Здорово. Эдик, когда ты начал заниматься проектами? У старших сестер были проекты, и они ими очень хорошо увлекались. И тоже захотел себе проект. И какой был твой первый проект? Это были из пчелиного воска свечи. И туда добавлялись не просто пчелиный воск и свечи, и КТР, и богородская трава добавлялась. Целый набор проектов получился, да? Да. Это твоя собственная идея была? Нет, с мамой мы придумали. А Сперва идея, я видел, как папа пчелами занимался, потом оттуда остатки оставались. Когда мед сливали, и там только воск чисто оставался. Тогда я придумал с мамой то, что можно сделать свечки, не простые, а полезные свечи, и поэтому из этого остатков воска сделали проект. Здорово. А самый удачный проект у тебя какой был? Из пчелиный воск набор. Туда добавлялись конские волосы, из пчелиного воска свечи, КТН, богородская трава и мыло. Здорово. Которые получу деньги, они разделяются на 3 части. На 15% я трачу на себя, 15% я трачу на развитие проекта. И еще остальные, которые остались проценты, они тоже даются на развитие проекта, чтобы этот проект, я думаю, чтобы еще лучше стал, и чтобы как можно людей заманить, чтобы они могли вот так покупать. Ну, еще у меня есть работники, ну, я нанимаю из своего дома, ну, и им тоже 15% отдаю, так они больше половину дают на рекламу и рассказывают другим людям, что есть такой проект. В чем же секрет таких результатов? Дети должны выбирать свое любимое дело и это реализовать. Спасибо, что вы сегодня поделились с нами своим опытом, и думаю, что наша беседа сегодня будет многим полезна. Пожалуйста. Как вы видите, одним из главных моментов является то, что ребенок, реализуя тот или иной проект, познает себя, свои предпочтения. Это очень помогает в выборе будущей профессии. Поддерживайте идеи увлечений своих детей, даже если вам кажется, что это не подходит вашему ребенку.
Важно, чтобы ребенок сам научился принимать решения и делать выводы, а наша задача – поддержать их. Есть у кого-то вопросы к Светлане Давыдовне? Интересно, да, вот воспитывают через жизнь, и вот уметь считать деньги, зарабатывать. Ну, если нет вопросов, давайте послушаем Татьяну Ивановну. Татьяну, да, Петрова. Татьяна Ивановна. Приехала к нам из далекого Оленька. Да. Национальный районның соғып гарсатары тизбек күнне улағата көстүбет улахан көлләк ик хастеннордан ягарды булып. Бини жетерген статусының быйыл өтсөла аммастан тоғон табыллакка үстикедер эрылбыт олар бут уже улатаннар ылкөт болан антакжайке үлэхиттер ыл болан батын бихиха үскөмө болан олоролла онтон үлэн туга администрацияда үлэн каулэхиннен агуон кытыгынча агысылга бигене уже приемная семья статусун турур туактабыттара ылбыттытакка каулэхиннен ол кэнниттен бэбит цвет оголаппыт онна приемной опсая он цвет ого онтон уже улакаттарбыт уже улакаттар билигин икки студенттарбыт бит уланымда икки курстан отличница, общественница, хореограф, педагог үйренен бітірді. Онтан студент үйе білу техникумыгар спасатель, пожарная безопасность, эме хорошесть. Был бұл республикаға спасатель күрәгар бастан Россия баран келбіді. Максим Кашин. Онтан отта бихидер ден меже котолор бут жебепет тох бар огот бардан олорда бут отту бут таганы кортоска тох ол бигер бу тыга жа жоннор бут тыга жаллар ити беби индикай олор бу тыс бары туақтанан илиннен үлеләрмет барытын тегеммет тоқтубут таjarıkpıt ol diyene bu tığ ol bıgıgarınyanabıt ol bıgıgar musputun ingen bebi tılınabıt etemlik kökgömünden bu yıl 5 oğlu 9 klaska tağıstılar benden tutuşputundan ondan kıralar 60 behis klaslar. Bu hınyanar bir yeme bitiger toka bulurun toka Soçi'nden Moskva'dan hınyatan kalbipte doğuları kelen ondan ottemeye bile bir naşka oturar toka ulanı da verirler. Отлично. Bu şeyin Максим участковый Руслан Бенакуров, бывший общественник, Кыргызстан Вероника, кем был тоқтар балдар, онда был Дмитриева. Бұл барытын хамандыққа чекоғылән тоқтан олырылы. Әйке приемный это биги пока тоқтан, пока ұнлары рабанлар. Оğru baran buluncadan kelender, beylere birden bağa yoğlar barıdıgar barı talanaklar, Ruslanlık toğ askolağa lider. Ete turar Ruslan, ondan ete yaptı bu hınyalar toğa. Ладно, у меня вот вопрос. Как вы добираетесь вот сюда,
штата Якутска. Yeni bollar ınırıkrak ölönden çerez kellahbet nöösse. Inırık projes bollar salinkada manna kelahinin bebestigince ölötten olayım bollar deputatlıktıgar turvarstan nehiliyek ulus turvarstan çerez yurba bir tölbet keter. Eyke onunla diyen pasajırları ılar tühtir onda taksinden kelep bekler manna. Onun göre atak ölönden Vika bitte. Vika bitte revestölbet. Itu oki himunyulunnan. Otputniki psie mannak bihakalahatunda. Projes rahanni. Onu tohtanamut. Но, я не знаю, мы, наверное, не доберемся до вашего имени. Вообще, конечно, здорово, да, вот как у них дома мы посмотрели. Побывать никогда не побываем, наверное, потому что это очень далеко. А так вот увидеть, как вы развиваете детей разных национальностей, как вы, что они делают, учатся там и выделывать эти лапки, там все, и рукоделие, и творчество, и учеба, все вместе. Это просто великолепно, конечно. Вот видите, как кого воспитание, да, и оформление жизни людей, которые... Я хочу, наоборот, сказать, Центр помощи Берегине, Наталья Семеновна Захарова. Татьяной мы очень хорошо знакомы. Хочу сказать ей большое спасибо. И вспоминаю Винокурова Руслана. Когда она его забирала, это был совсем маленький мальчик. Были одни такие большие глаза. Он не умел говорить, но глаза его все выражали. Но тогда уже было видно, что в нем будут какие-то, вот какой-то талант есть, именно творческий. И вот сейчас мы прямо гордимся, то, что это мальчик, он выступает на всех мероприятиях. Он был победителем гран-при. Ну, вообще они молодцы. Спасибо вам большое. И всем большое спасибо. Да, спасибо. Ну что, мы вообще быстро уложились. Наши родители мало говорят, много делают, наверное, да? Сейчас свободный микрофон, я вот хочу дать кому угодно. А пока у нас там готовится время для перерыва, да, для немножко пересчитать. Поэтому, пожалуйста, кто что может сказать, спросить, рассказать. Прием лицо. Вот скажите, пожалуйста, кто здесь первый раз, впервые? Поднимите руку. О, много, да? Достаточно много. Угу. Тогда, пожалуйста, микрофон. Кто вы? Ну, кто вы просто? Кто вы? Повернитесь, скажите, что вы. Вас как зовут, по-русски вы скажете. Потому что у нас есть русскоговорящие. Из какого вы района? Просто... Меня зовут Марьяна Захарова из Кавейского улуса, село Ситта. Я являюсь опекуном 2016 года, а приемным родителем вот с февраля месяца этого года только. И мне очень интересно вот послушать всех родителей. Приехала набраться опыта и познакомиться. Да, обязательно. Здравствуйте, меня зовут Марьяна Савинова, я представляю Верхнеуглюзский улус, приемные родители с 19 года. У меня у самой 3 детей школьников и два приемных. Всем спасибо. Я приехала набраться опыта и очень рада, что сегодня присутствую на таком важном мероприятии и горжусь вами и собой. Вышел лохом, у меня 3 детей и 4 приемных детей.
Один гостевой. В этом. Целых пяти постоянно келечек. Бери. Ага. Хайдер твердый. Ага. Он чекет меня. Меня так. И что он висает. Он чекет ли? Сон кавла. Здравствуйте, я Казбаева Анжела, Молданского района. У меня 3 девочек, своих родных детей. И в этом году мы решили взять приемного мальчика, сына. Пока он еще адаптируется у нас. И сейчас приехала, чтобы посмотреть, как остальные родители досуг детей своих устраивают, как они с ними общаются. Вот. Очень приятно было всех увидеть, что мы не одни, что очень много других таких же, как мы, семей. Вас 230 с лишним. Ötebegine benim bölüğü uluğunun sadığı derimine detaylı canım anlıklarım. Akıyor hocam bir derimine üst priyemne simyavat. Kamuskeri Semyonovna, Kamuskeri Elizaveta Semyonovna can. Ben ağustos 17'den taktım. Karabineti cacabın birim stüdyen. Onlarlar barayallar. Üç kız, 5 oğul diye kuttuk. Ondan kahastıva pernebet doğrudan adakları tururan yalkındı bit. Bilgin ile iki oğlum var beğer. Bu sırada ben basta kasırım. Elbağayı temin bağabilirim diye karım. Bu da atas ayakta haberleşti. Спасибо. Здравствуйте еще раз, Татьяна Адамова, Якутск. С 18 года опекун, с 20-го приемный родитель. Ну, пришла познакомиться. У нас есть группа в WhatsApp. Пришла познакомиться уже очно и тоже пообщаться, опыта набраться и, конечно же, очень много такой полезной информации. Ну, за хорошие 2 дня. Я добавлю, да? Ага. Вот доклад Николай, Кайдалова Анастасия Валерьевна, ага. Самги, собаки. Вот у нас приемная семья с 2008 года, и мы дополнительно как бы имеем свое хозяйство, свое дело, да? Приобщаем детей к труду, к опыту как бы жизненному, да? И когда вот дети смотрят, как родители занимаются чем-то, вот, да? Дети, как бы вдвойне уже готовятся вот, к жизни, да? Уже не набирается опыта, и поэтому, хочу сказать, что не бойтесь открывать, свое вот, нет, не только сердце, а вообще вот присоединяя с детьми и вот свое дело, да, как вот дети больше еще как бы готовятся к жизни, больше набираются опыта, да, чувствуют поддержку со стороны родителей, больше сближаются как бы. Здравствуйте. Я сама Сунтара, Сарданга Гутилов. Я приехала опыт Алмастагардиха.
У меня в этом году отец 100 лет юбилей, так что я приехала Омохайга, Тойка, юбилейга, перестроили для приемных детей, родителей. Я горжусь, что я воспитываю двоих детей. С 11 год я воспитываю, но они любчивые очень, работают, они любят, они понимают, как сказать, мы дружные очень. Но я люблю как родных своих детей, и я всегда говорю людям, воспитывайте детей, любите их, и не забывайте, что они должны жить радостно, счастливо. Здравствуйте, я с Алданского района, село Хатутыр. Я с 2004 года была опекуном нескольких детей, а с этого года я приемная семья. У меня двое детей, девочке 17 лет уже, она учится в медколледже в Алдане, а мальчик учится в школе в 5 классе. Вообще я детьми занималась, можно сказать, как у меня семья образовалась. У нас всегда в семье были другие, чужие дети. Мы всегда с ними вместе. Вообще мы приучаем детей к работе, к труду. Они у нас очень такие коммуникабельные, все умеют в жизни. Я думаю, если вот это все им пригодится в жизни. Но я приехала тоже первый раз, тоже набраться опыта. Дорогаларым, мен алтанмын эми, лиди балталарбын. Эми мен оғалақпын ития. Аны мен болғаны приемный семья болбатақпын, мен опека албыдым. Олым көрдігінен келдім. Эдейдерін, балталарын көрсіхәрі бар болбыд, оны соқтар өттім. Атта кинлер болғаны бәққаластар, Зинаида Панасьевна ден бәтісі олар кәлбәтәқтар ебет, атта көрір болғақтарын, істер болғақтарына ұбайдарға суынна телефонлары бар болуқтақ, телефоннан себәсті әбіт, атта көрсәрі бағар бұбейін. Онда ебіт суықтар ебет. Тоқти. Онна көрдігі мәте үсі қыра бұраттақ етті. Бұраттақ үйі оға кәпсәнінен. Ол оны бұлары бағарабыд. Только олық уже қастада кәләріттім. Япускайға бекақан. Оны әппетті. Кемері оты усанавигі мұттар бұғыла. Онна бітті. Барғытыр ғыробай болым. Оғылыр бұтын таптан. Мен көтіқанығы кәліні капитонымны дербін. Екітінші бейсілттан оғылар етпеден, оғыларын білеген бейіл хүлбәл бұдың толды бұд. Оға ететіне, тоғыз оған болағына тоғыз оған етті. Оны үстінен аларды етіп, білген алтын ұпыстақпын. Алтын ұпыстарын бала бары ағатын ұстар болыр олар, специалинесі ұпыттара ұялылар. Бары тұс-тұспа улустарынан бағыр, мейнетті ағалар, олы мейнеге олар, бұпытниктарын мәнне кепсе. Олы мейнеге олар, оны үлелер. Ондан күйін бір күйін тұнтарға бар, екі дүгерға бітерен, екі олар, де оғын тұттаны онда көй батығы олын олар. Мен анна мен күледен келемет,
Bir oğlum hep büyüge bak. İşte bir inki tarısı yok. Kaydık oğlum uçurtal. Hep ondan bir kıyım bana korak olur. O kıyım olağına. Hem evde göre biter bir nokutu var. Bir kıyım mayağa. Bir oğlum betikestek. Müzikerde yükseliş sadı bitiren. Onun ilk oğlu diye oturttan. Şöyle oğlum var. Şöyle oğlum var. O kız niktarlıktan bilin 100 kere olur işte tabanın. Ben bu kadar ben iki oğlum gel biten miyim? O esnafı kadar. Miyim akalıkın onunla miyim? Hınna tatariya. Bu kız kebirenler. Ulakan köye ol bir kıyım odun kıtarı. Nüçe kız. Biri valla birini yatan tebititten okututtan. Bir korpus kadar korkmadılar öyle. Hep bana ol uçutal oğlum. Ondan oğlu olur bana. Onu bilin ama ayağa takıp amatörler olur kızda. Onu 3 kere o bitti. Bir oğlum bana kaldılar. Ben bir iki yakar kızda. Kıyım kinip olan vardı. Ben oğlum korkmana kaldı. Bu bu baybın dolbun kim olar? Ben bak buraya takıstı bir yakar. Olehin bir ipet o bitti. İkiditten ipet o bittan bir oğlum o da bebek o kadar oldu bitti. Bebek tapıda urtaran ve yer odun diye. O dolbuyabın manın nahan rahatım o. Burası ağaya kadar tular diyeyim. Onun dolbuyabı üstün. Diyeyim diye hanavdım onun. Oğulur taptan, ki taptı. O kadar biraz oğulur araya tıkta. Bilin oğulur araya tıkta. Öyle hatta bilin gibi. İşte kepsevleri vardı bir yakabarette. Onu taraflı havut, hepsi tabi gülebi. Öyle kısık korkar attı. Sonra o sebep o da ki her akına karınada, onu iti kurdu. Ulağına olurun kurduk tuhunan, güzel büyük idealan. İşte gelen kömür haturanları yaparım diye olur bu. Onu bile olur gelenler otur. Bir gün öyle tutacaklar. O da hepsi meppin, o nüçe de orada var. Onu omuk. Arat kimesi o başta var mı? O kadar bana daha iyi terk çünkü nüçe o da bir. Daha terk. Ha o kadar kırık bıta. Ha kırık gören köten. Biletim dolmuş köpkanında bir de oy pamuşka diydi. Bakıyor. Onun o den tüketir. Nahatıyor. Onu para getirir, şuraya bakarım. Para şöyle baktık dinledik. Bana mutlaka kaçmış, bana bir de dönmezler. Aspekt var ki lehçen büyüdü. Bir oluşmadı ederim ki hüt bir yönlesim yalakbıt. Ben emin olmadım, ondan bu sefer darmadım. Gelen bana bir buluştalar. Oruhu. You have your own together. Dinledik. Всем кушать хочется. Можно видео, да? Показать. Это мое видео. Она сожгла как сидели, да я видели, оғлап сидели, да видели, оғлап бұтылығылара, кинелер өрәқтәрәм, кинелер жүре, сығырна олған жанға оғлап бұтылығылар, жылдары жан болар. Это второй этаж веранды, игровой комнаты. Заклад развития социально-экономической, генетического развития, наукового культуры, НБХ, он на котором активно действует. Все. Вопросы можете? Татьяна Красильникова Демин, Турабычуга, Уланелеге. Ben bir oğlakım, hafta seninle onunla ilgi priyorlu olakata. Bir oğlum kandıgavat kız kız diye, bir oğlum aksız klasörüne aksayı da
Оғылармен беретін ектен оқыдым. Екіденші 10 жылдағы приемный семья статусы оқыдым. Екіденші 14 жылдағы Москваға форумға бараттықтан жігдім. 4 сыныпта орайда форумда. Приемный семьялар форумда. Оғыларым оттан екі түрәбіттерген болбатақ. Кемзалар оғылары. Оннықтан мама папа деділер. Тақтырға тұрғандар. Тоғыны тақтыр қанады. Бәйім оғылар болу бәлін құраттырын құрды болын алдар. Дәқия семья вот. Здравствуйте, всем привет. Мы из Бубонского района, семья Горохова. Приемными стали мы в 2005 году. Из Берегини взяли 3 детишек. В этом году же мы взяли еще 3 из Махсороваха своих родственников. И у нас стало в 2005 году 6 детей приемных. А своих у нас 5. Уже взрослые, все образованные. Но очень помогают, да, наши дети, наша опора. И приемные, и такие свои родные. И, в общем, мы воспитали 22 приемных детей. В данное время у нас 5. Но наша задача состоит в том, что я, когда беру детей, всегда мужу говорю, мы отдаем обратно родным своим родителям, восстанавливаем, будем работать с этими родителями. Конечно, есть трудности, но восстановленные живут, слава Богу, воспитывают своих детей, восстановили 4 семьи, по 3 детей. У нас сейчас 2 девочки наши учатся в высшее учебное заведение, Агату, эти наши приемные. 1 мальчик у нас не доучился, но он рыбак. Он поистине уже, родители были рыбаками, и он стал рыбаком, очень помогает нам. Ага, так, еще у нас сейчас 2 приемных сына учатся в школе, 1 маленький, 5-летний есть. И в прошлом году мы взяли 2 девочек, совсем маленьких, крохотных, 2-летних, тоже инвалиды. Ну вот сейчас занимаемся здесь с их здоровьем, лечим. Прошли операцию на сердце. Ну, как бы стараемся, чтобы тоже вот эти наши приемные дети, которые мы взяли последние, были полноценные, готовы к этой жизни. И будем стараться для этого. Все сделаем. Думаю, очень приятно видеть вас, приемных родителей. Дай Бог вам здоровья, сил, терпения в ваших нелегком труде нашей, чтобы ваши дети только радовали вас. Очень наша работа, вот на протяжении как бы не столько много лет, да, наша работа очень отдается. Я это чувствую своим приемным детьми. Они мне пишут, звонят, беспокоятся, как мое здоровье, что я делаю. Все время вот так обратная связь идет. Поэтому очень из-за этого у нас прибавляется сил, и вообще мы в темпе жизни всегда. Хотя мы с каждым годом стареем. В этом году мне 55. Вот. Ну, всем вам дай Бог здоровья, сил и терпения. Да, многие я смотрю и прямо совсем родные. Еще раз всем большое спасибо, всем любви, всем терпения и потом самое главное внимание от детей.
Там включен. Работает. Он включен. Раз. Уважаемая Ольга Михайловна, уважаемые организаторы слета и участники, дорогие приемные семьи. Слет для приемных семей становится хорошей и доброй традицией. Данное мероприятие полезно для нас, для приемных родителей, так и для работников отделов опеки, школ и сотрудников детских домов. Слет объединяет семьи, которые открыли свои сердца детям, лишенным родительской любви и тепла. Каждый раз наши родители на таких слетах и форумах узнают и открывают для себя что-то новое, опыт, который помогает им потом для повседневной жизни. В этом году слет для приемных семей проходит в новом формате, в деловом формате. Приемные родители сейчас будем проходить тренинги, обмениваться опытом, учимся каждый раз, что-то новое узнаем. Такой обмен и мнением, опытом и обмен мнением очень полезен для нас, присутствующих. А завтра у нас первый республиканский цех приемных семей будет проходить в красивейшем месте Хангаласского улуса Ортодойду. Всех ждем в бодром настроении, с прекрасным настроем на участие в спортивных играх, конкурсах. И в завершении своего выступления я хочу от имени Ассоциации приемных семей хотим выразить благодарность за вклад в развитие и укрепление Института приемных семей, за доброе и отзывчивое сердце Международному фонду «Дети Сахазии», руководителю Ольге Михайловне. И с помощью нашего депутата Оксаны Тагировны мы в этом году ощутили огромную не только юридическую, но и материально будем ощущать вот эту помощь. У нас есть большое начало, которое мы годами вот с помощью очень активных семей хотели достичь, и будем еще, наверное, дальше идти как бы, далеко с каждым годом. Спасибо за внимание, и я хочу, я не представилась, председатель приемных семей республики с 2019 года, перед пандемией меня выбрали. Сильно таких вот грантов и работу такую как бы неощутимо, наверное, для тех, кто не знает нас. А те, кто активно работает, они знают, каким трудом это все приходит. Обычно работа делается те, кто вот сам инициативный человек, семья, которые вот у нас присутствуют среди вас. Не надо вот иждивенческого этого надо быть всегда позитивным, чтобы быть примером для своих детей. И вот мы завтра это все узнаем, кто самый вот в республике активные, позитивные семьи. И я хочу сегодня видео продемонстрировать, кем я работаю и сколько у меня детей. Биһиги диэкэргэ Решетниковтар, Ахабыт Дмитрий Львович, мен Люция Семеновна, Ебит Эбэбит Лариса Петровна, Уанавтола Хылларбыт, Алскыз Алсуап, Блин диэкэргэнгэ бихахаблин Уонусын олорор, Бэбдикта, Үс оғабыт улхаттар туспалароллар, мен бәйми дебинен эмчикпит, онна общественный үлемден председатель Ассоциации приемных семей. Тулай хоолору көрөр декергенте салаячыларыбыт. Эби бэйм үлемден косметолог Урпанит Ирина Винокурова салая сайыны салон красоты косметолога болар. Люция биги салон мутугар косметологынан үлелер. Арас сирей
процедураларын оңорор, кини ха жондар үйрөкөтү келелер. Онна оголору да болду, хачууга да болду, туга үттүр. Онна кыпкырооттан сагалар келелер. Төрөктөр оголорун калалар, онда бараттар. Нашөтүк сыдархан, төрөктөр үйрөкөтү хандаралар. Төнде кәркәр ағабыт тұтуынан жарықтылар, әбәбіт оғыруытынан жарықтылар, республикаға білдер оғыруытшын. Сөбәмі бағы берер. Тым бары әтәңге тұруғай хетчамыт мұнытте кәргеннен мұстан бір кейі күрдік, бір тыынынан жарпытына шүгей. Оғылыр әйеләқті кетсандыра, үләйіп болан тақсалдыра өйрәқтінердіре. Отығы болалар кәді әбісен көріп бүтін бағырым. Самай жол жүнді бұл сендер бұлай дейін. Қос сенлер кәдендер бағырымды. Познакомились. Там все готово, да, или нет еще? Нет еще немножко, да? Ну, мы держим, потому что у нас по плану мы запланировали 15:30 обед. Может, скажите насчет этого? И это в конце мы, да. Да? Я сейчас все разойдутся. Да, сейчас, чтобы вы в курсе были, да, в конце вы не забудьте, к концу дня, после проведения всех мероприятий, вот пройти наш опрос обязательно, каждому участнику, да, чтобы не было, ну, вы уже умеете регистрироваться, да, как бы в электронной форме. Точно так же просим вас пройти, не заполнять руками бумажные анкеты, а вот так вот наведите фотоаппаратом, то есть сканер, отсканируйте. Такие же вот QR-коды расположены вот в нескольких местах, там на столе, на двери, тут и на столбу. Выберите время, не поленитесь, мы посмотрим, что вашу активность. Это нам нужно, мы собираем всегда обратную связь для продолжения нашей работы. Если не будет откликов каких-либо, любых, мы же не говорим, что там что-то, как вам надо отвечать, вы должны пройти опрос, вот сколько вас было и сколько прошло. И дальнейшее будет, если не ответит, не будет реакции, ну и наша ответная реакция будет такая же соответствующая. Вряд ли мы в дальнейшем будем проводить, ну, как бы, такие мероприятия. Все. Светлана Митрофановна, старейшие. Добрый день. Я приемная. Ну, кто меня не знает, я вам сейчас про себя маленько расскажу и про свою семью. Мы брали детей в 2002 году. Это у нас в этом году 20 лет. По документации у нас 20 детей, своих 2. И без документов, сами знаете, тоже бывает. Их еще 5 детей. Мои дети все выросли, все уже образованные, у всех семьи и уже дети у всех. Со мной сейчас в данное время 3, самому младшему 10, будет 11, и 2 им по 14 лет. И самый маленький, который первый раз в 2002 году взял. Ну, мы решили, когда первые у нас были опекунские дети. Потом они все выросли, ушли, мы остались с мужем вдвоем. И у меня сын инвалид свой родной. И он
как мужчина захотел девочку. Мы пошли за девочкой. Но оказывается, он искал в этом малютке девочку, но он выбрал, знаете кого? Белобрысая, голубоглазая девочка, как дюймовочка. Она вот такая была, ей 2 годика было. Ее постоянно ложили старшие сыновья на ладони, она стояла до 5 лет, вот такая. Сейчас она мама 2 детей. И когда вот за девочку он выбрал, у меня ревность была. Из-за ревности я оттуда взяла мальчика. Почему? Потому что у меня старшие дети всегда говорили: мама, ты у нас один цветок, и мы все лепесточки. И вот я хотела одной цветочкой быть. Не тут-то было, и взяла я вот этого мальчика. Они у нас 2. Он такой толстый был, кривоногий был, не умел бегать, бегал вот так. А сейчас высокий, подтянутый, закончил кадетскую школу и АГУТУ закончил, инженера. Так, а сейчас дети все приходят к нам, ну, некоторые, один уехал с женой в Алтане, алданцы, он там женился, но, конечно, они здесь живут, просто у них там жена алданская, поэтому вот недавно родила нам внука Максима. И которые здесь, у меня 7 национальностей было. И узбек, и украинец, и якут, эвен, ну, часаха все были. И все разговаривали на якутском языке, и все слышали якутскую музыку. У меня вот хохол, который мы говорим, да, он в этом году заканчивает АГУТУ технолог, кондитер-технолога. И он постоянно, он машину себе купил, женился. И если таксует, после учебы таксует, и садятся всегда девочки-якутки, говорит. И сидят: о, вот этот мальчик, смотри, какой красавчик, типа по-якутски разговаривает. Говорит, я сижу и русскую музыку включаю, говорит. Потом как-то забываю, говорит, чапакаларын, говорю, и забываю, говорит, облом у меня получится. Хаясахаган, что ли, говорят. Ну, все вот такие. Ну, они все сейчас все приходят по очереди. Их-то много, сейчас не одни же, уже семья, 2 детей по одному. Поэтому очередь, график. Кто придет, кто не придет. А на Новый год, конечно, всегда на 1 число приезжает. Нас бывает там вообще больше 50. Раньше 40 было, сейчас 50 где-то. Целый юбилей. Ну, старшие дети очень благодарны. Они все своих родных нашли. Я находила свои, их матери, ну какие они были, все-таки они их родители. Хоть какая, но ее мама. Я их знакомила. Вот твоя мама, вот твоя отец. Но сами выбирайте, это все-таки кровные. Но они сами выбирали. Ну, мама есть мама, но мама наша, которая воспитывала, они всегда так говорят. И вот так все равно знакомить надо, потому что все равно должны они знать, откуда они, чьи они были, какие гены. Гены очень проявляются, знаете, да? У всех разные гены, они проявляются. Ее можно, знаете, вот на подростковом возрасте, где-то вот 12-14 лет их надо управлять. И когда у нас кто-то, все равно дети есть дети, они что-то вытворяют, что-то натворяют, туда в школе сразу звонок приходит. И у нас, у папы такой, ну он когда вот жалоба подступает, он вызывает его и идет, вот, у нас маленький домик был, туда выходит и разговаривает, почему ты сделал с кем. При детях мы никогда не ругаем их, никогда, потому что ребенок сам должен осознать. Потом уже кто-то где-то в школе, кто-то что-то натворил, они уже друг друга знают и уже начинают друг другу рассказывать. Мы каждый вечер чай пьем перед сном, и все сидим и спрашиваем, у кого что было. И один у нас, вот, который в Алтане, Денис, он такой весь шустрый был. И он всех знает, что было, что делать, все знает. Я говорю, кто сегодня что услышал?
И как вы думаете, и как мы это будем решать? Вот это мы все вместе решали и в единый приходили к решению, да? Поэтому как-то вот это очень помогало. И контакт вечерний всегда помогало, да? И старшие дети нам, ну, старшие вот этих детей у меня были еще 6 детей, сыновья. Они женились, и на первое время они нам очень помогали, потому что невестки были учителями, воспитателями и бухгалтерами. Они к нам приезжали и занимались этими детьми. Поэтому очень хорошо было. И помощи много. А сейчас вот выросли, вот второй поток, я говорю, они выросли, сейчас они помогают. Уже невестки приходят, сыновья, дочки приходят, зятья уже, у меня золотой зять есть, который с Момского улуса. Мы в этом году газ автономный провели, и там же стоит 600 или 700 тысяч. И я говорю, вот в этом году газ буду проводить, и буду идти искать кредит. И они все скинулись, представляете? И вот мой золотой зять скинул 150 тысяч. Ага. Ну вот так друг друга все равно поддерживаем. И представляете, вот они квартиру получили, они воспитали в семье, а когда квартиру получили, они же с детдомовского, дети тоже же есть. И они говорят, мама, если мы в детдоме воспитывались, мы тоже такие были бы, что ли, говорят. Ну вот, решайте, где вам лучше было бы. О, как хорошо, что мы у вас воспитывались. Ну, смотрят дети уже. Они то с пивой ходят, то в одной квартире сколько-то семей живет. И вот так все равно. Поэтому надо... Что мне еще вам посоветовать? У Гены я сказала. И нации не имеет значения. Да? Еще что? У меня вот клептомания была у ребенка. Это очень сложный вопрос был. Это было с малых лет, с 1 класса было. Он по национальности тоже узбек был. Это потом я узнала, что по генам у них, оказывается, и мама такая была по этому делу, она и туда была, сидела там. И мы это управляли. Но он очень талантливый, очень умный мальчик был. Обычно ребенок учится на одного предмета или на 2 предмета на 5, а он на все предметы учился хорошо, только у нас физкультура хромал. И на все предметы он учился на 5. И я его ставила старшим, чтобы он смотрел за домашними работами, ответственный был. Поэтому, и вот насчет, сегодня спрашивали, справка 7-го вида. Вот некоторым, у меня у 4 такой справка была. Они экзамены сдавали по этой справке льготной. У них там вот русский, математика, и отдельную комнату заходят, и они там сами, ну, в основном они помогают учителя. И по этому аттестату вот у меня Хохол, он закончил уже высшую учебу. 2 профессии он уже закончил. Еще некоторые, вот эти, один кадетскую школу закончил отличием, и вот АГУТУ инженер тоже закончил. Они все вот, все равно дети, они просто заторможенные. Мамы пьющие бывают, вот из-за этого у них заторможение. А так они нормальные дети, они еще умнее. Развитие уже поздно приходит. Поэтому здесь бояться нечего. Нет, а у них видеообзора нету. У них отдельная комната. У них нету. Там обычно в классе бывает 2, по-моему, 2, 3 вот со справками. И все. А так нормально. Все? Устали все.
вам все расскажут, обедаете, ходите в туалет, и потом вы по разным группам вот распределяетесь по кабинетам. Кто на фокус-группы, кто на тренинг, кто специалист. А вы уберете, да?